В Сосногорске открылось уникальное производство в масштабах всей Республики Коми. С этого года на прилавки магазинов начала поступать продукция местной кондитерской фабрики. Производство пирогов, маффинов, печенья и другой вкусной продукции в Сосногорске началось в мае этого года. Готовились к запуску кондитерской линии ответственно. В Санкт-Петербурге перенимали опыт у местных мастеров кулинарного дела. А в Москве разрабатывали упаковку. Все для того, чтобы привлечь и удержать потребителя. Когда прорабатывали саму упаковку, сам дизайн оформления, маффины, все это полностью, ингредиенты, составляющие, мелочей не было для нас. То есть в каждом шаге был упор сделан на какую-то индивидуальность, да, на лучшие качества продукта для потребителя. Одними из первых продукцию сосногорских кондитеров оценили посетители Коми ВДНХ, проходившие в рамках празднования 95-летия региона. Показательной оценкой качества выпечки стало то, что к концу выставки на стенде не осталось ни одной коробки. Очень красивое оформление. Удивило, что, оказывается, такая потрясающая выпечка стала изготавливаться в городе Сосногорске. Сосногорская кондитерская фабрика, мне очень понравилась ваша упаковка, очень оригинальная. Я надеюсь, что будет так же вкусно. Сейчас продукция кондитерской фабрики уже дошла до потребителя. Разнообразие и вкусовые качества выпечки сосногорские и ухтинские сладкоежки оценили высоко. Постоянно покупаю очень вкусные маффины, воздушные. Хочется брать и брать, покупать и покупать. И радовать своих домашних. Пока продукция сосногорской кондитерской фабрики доступна только жителям Республики Коми, но уже в ближайшем будущем выпечка может оказаться и на прилавках столичных магазинов. Планы, конечно, очень у нас амбициозные. Рынок в Москве, в Петербурге, собственно, нас уже ждет. Вот, мы собирали фокус-группу, и ритейл, хорика, и говорят, что уже есть предзаказы, скажем так. Но мы пока туда не едем, потому что хотим в 2016 еще году более распространиться по Республике Коми, занять прочно свои позиции и уже затем масштабироваться на другие регионы, в том числе Москва, Санкт-Петербург. Также в планах и расширение производства. Сейчас объем выпускаемой продукции составляет до 600 коробок в день. После приобретения дополнительного оборудования это число возрастет в 10 раз. Поддержка предприятию будет оказана из республиканского и местного бюджетов, ведь открытие кондитерской фабрики стало возможно в рамках реализации малого проекта в сфере предпринимательства. Благодаря поддержке республиканской местной администрации объем продукции в дальнейшем сейчас будет увеличиваться, потому что появилась возможность, как я сказал, благодаря поддержке приобретения нового оборудования, более технологичного, и, соответственно, прямо увеличится объем производимой продукции. И это еще не все планы по развитию производства. Уже скоро расширится и ассортимент продукции, производимой сосногорской кондитерской фабрикой. В Сосногорске начался набор волонтеров Победы. Примкнуть к общероссийскому движению может любой желающий, вне зависимости от возраста. Главное, что требуется от добровольца, это желание бескорыстно помогать окружающим. Волонтерство – это отличная возможность реализовать себя, быть сопричастным к каким-то позитивным изменениям. Ведь мы все прекрасно знаем, что изменения начинаются с самого себя. И как не самому начать что-то менять. Поэтому в нашей организации ребята действительно узнают много нового, набираются жизненного опыта. И плюс ко всему они в дальнейшем видят какие-то приоритеты, которые уже в дальнейшем им проще сориентироваться по жизни. Те ребята, которые, допустим, поступают уже в вузы, они заводится на них волонтерская книжка, и они уже с определенным опытом, багажом уже приходят в учебное заведение, где им уже намного проще найти себя. Волонтеры Победы – организация хоть и молодая, ей чуть более года, но добрых дел за плечами добровольцев уже немало. Почти 150 тысяч российских волонтеров провели более 80 тысяч мероприятий. Это молодежные исторические квесты, благоустройство памятных мест и, конечно же, помощь ветеранам. В Сосногорске через организацию прошло более 100 человек. Волонтеры занимаются от организации проведения мероприятий до помощи пожилым людям, в том числе и ветеранам Великой Отечественной войны. То есть мы здесь немножечко расширили направление Всероссийского движения «Волонтеры Победы», да, когда они были непременно помощниками к 9 мая.
Здесь мы сделали более широкий спектр, здесь они могут уже проявить себя как индивидуальности какие-то, участвуют у нас в мероприятиях в городских и районных, то есть всячески могут себя проявить и показать свою активную позицию. Для того, чтобы стать волонтером Победы, необходимо обратиться в отдел молодежи Управления образования администрации Сосногорского района по телефону 5 30 06. В Сосногорском филиале общественной приемной главы Республики Коми состоялась прямая линия, посвященная грядущей призывной кампании. Как отметил начальник отдела военного комиссариата Республики Коми по Сосногорску и Сосногорскому району Юрий Мусинов, с 1 ноября в ряды вооруженных сил планируется призвать 95 жителей муниципалитета. Нашим призывникам предстоит проходить службу в частях Северного флота, на надводных кораблях, соединениях сухопутных войск, морской пехоты, береговых войск флота, в морской авиации, в частях материально-технического обеспечения флота. Традиционно наши призывники отправятся в Западный военный округ. Они будут служить в сухопутных войсках, в частях воздушно-космических сил. Кто-то начнет свою службу с подготовки в учебных воинских частях. Наиболее подготовленные будут служить в частях спецназа. И кто-то станет военнослужащим войск Национальной гвардии Российской Федерации. Поступали вопросы и об ответственности за уклонение от прохождения воинской службы. На мой взгляд, уклоняться от призыва нет никакой необходимости, нет никакой нужды. На мой взгляд, лучше сходить в армию, отслужить порядочно, чем получить какую-то судимость, получить какое-то уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу. Предусматривает наказание статья 328 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание до 5 лет лишения свободы. Также жители Сосногорского района интересовались о возможности прохождения обучения в российских военных училищах и вносили предложения по популяризации службы в армии среди подрастающего поколения.